такси, общественный транспорт. Вот сейчас мы где? Куда мы приехали? Узбекистан? Мы приехали площадь Мустакалик. Вот площадь Мустакалик. Здесь станция метро Мустакалик, независимости. Там правительственный квартал, там красивый парк, но дальше не зайти. Вот здесь есть аллея героев. Ну там героев войны. Вечный огонь. Да. Все, и дальше уже забор, дальше не пройдем. А здесь обычно что происходит? Вот. Здесь есть постоянная экспозиция. И иногда всякие временные выставки. Что это значит? Ну вот просто 30 рост. Ну все, 150? Ну все, да. потому что я тоже паспорт нельзя. А что нужно? А паспорт зачем? Разные цены. У вас не было? Не, карман. Вот такая галерея. Здесь сейчас я. Художница крымско-татарская, у нее там была персональная выставка в прошлом году. Юрий Талдыкин. И в апдейте прям Я, по-моему, ее видел. анонсировали. Жолыбай, Зинбаев. Крепость Шилок. 78 год. Но тот музей еще поменьше, чем этот. Там, по-моему, насколько я помню, бедова. Да, любой. Да, любой тоже много. Да, любой. Друзья. Друзья. А вы искали этих мастеров? Мастеров нашли? Да, что-то нашли, но это нужно прям искать через Изумрудный только, прохладе. по сути, только контакт наладили, там, что с кем познакомились. Не, мы Кришна не сняли вечера. Не посмотрите. А адрес? По сути,
По сути, да. Адрес настоящий тяжело найти. Сейчас везде в основном Адрес? это ткань. Ткань вот с узорами. Это в Намангане есть, на Наманганской области. Там шелк, шелкопряды, и там же Вот там, есть возможно, четкие ножи. Там, возможно, аутентичная. Здесь принты в основном, куда не найдешь. Принты. Да, это красиво. Они так делают. У вас дома что-нибудь есть? Здорово покупать. Дорого, да, но жалко, что такая не очень популярная история. Именно не репродукция, а что-то вот такое авторское, пусть даже там, не Нет, очень у нас- знаменитого У нас какого-то. только авторская, у нас репродукции нет. У нас сверху художники есть, но не авторская. Ну, багет абсолютно не подходит. Багет, да. Просто Надир и мама. Ну, это, к сожалению, это частая проблема. Художники, они не осознают важность багета. Вот то, что есть, лепят, и все, лишь бы вот как-то завершить работу. Лучше вот такую обрешетку сделать, чем вот такой похабный багет лепить. Шавкат Перман. Работы все хорошие. Все интересные. Тоже Вот свежие. Интересное решение как раз, где багет продолжение работы. Ну да. Есть двойной багет. Паспорту, по-моему, называется. Нет. Мы же картинами занимаемся. Это не паспорт, это двойной багет. Да, это багет такой. Багет. Причем такой Паспорту внутренний. просто рамка. Постер. Сарвинас Касымова. Ну не знаю. Мне нравится. Это вышивка. Тяжеловато, что ли. Это вышивка. Как-то объем дали, а обычно такой объем дается, чтобы стекло закрыть. Интересно, по-другому, да? Немножко взгляд. Сарвинас Касымова. Ну, это все одно и то же. Это все Вышивка. она. А свежие вот, дальше и почему позвонить? Дильноза Нарсулаева. По поводу, вот вы говорите, дорога и транспорт, вы заметили, что у вас рядом станция будет по Максима? Ну да, Дильноза Свистульки. Ее переименовали еще, когда я ребенком был. Даже еще раньше. И все равно 20 лет прошло, все как Максим Горький называли. И со всеми переименованиями в Узбекистане, я смотрю, примерно так же. И поэтому очень много, очень часто люди путаются. Потому что они смотрят. Это же лорд Дильноза. Говорят, ну, Максим Горький, это театральный вещь. Шарифа. Шараф Хаджаева. интересно. Тут названия нету, непонятно, в каком направлении копать. Холст, масло? Надеюсь. Это холст? Офигеть. На фанеру какой? Я думал, это на фанере сделано. Ну, ты видишь, специально запутано. На 3 подрамниках просто, да? Да, это же 3 подрамника, да. Триптих. И она его потом собрала. Интересно. Ну, это тоже она. Да. Такой у нее этот...
калейдоскопическое такое. Психоделический, да, калейдоскоп. Не, почему? Это не орнаменты? Нет. Ну как, это Похоже на орнамент. возможно, орнамент, но Ну тут по технике как будто просто вот так вот ее сделали, потому что она Зеркально? идеально симметричная, да. То есть не как будто она писала зеркальную картину, а там техника интересная. Красивые цвета. Татьяна Фадеева, 24 год. Интересно, да? Это уже Татьяна. Лошадь. попутчики. Вы, если Интересно. бы лошадь не сказали, я бы даже не обратил Не, внимания. лошадь, да. Лошадь, да. Читают сразу. Там Роксана спереди, видишь? Даже пахнет еще краской. Ага, 24 год. Ванильно, да. Пахнет, пахнет. А может вот это 25 год? Это может быть, да. На маску телекомпании я очень боялся. Да. Эдие Ягла. Вот ее А, выставка вот, да, и была. идея была, вот. Вот точно. крымская ночь. Отражение. Смешанная техника. Родилась в 87 году в Ташкенте. Московский гуманитарный экономический институт. Это ее родина, да? Мгм. Планировано, интересно. Как он толст, там тут видно напечатано мелко. Обычно печатано. А, вы имеете в виду базу черную? Ну, как будто напечатано. Ну, гладкий холст Он такой. очень плоский, очень гладкий. То есть его можно напечатать и потом декорировать, после наносить на него. Ну, вот смешанная техника, это, скорее всего, про это. Вон, рыба. Научилась. Это что? Смешанная техника. Рыба падает на воду. Молебен. Называется картина. Первый полет на Луну. Перевод интересно, микст медиа. Смешная техника. А, Кажется, лучше было. самовар, смотри. Внизу огонь. 19 век. Как его можно смотреть? А, он ходит. Что это за монеты?
Там написано монеты древних государств династии. Старые очень монеты, смотри. Ахименидские. Драхма Александра Македонского. При этом уровень чеканки уже достаточно высокий, видно, что прям четкие контуры прорезаны. Сагдийское королевство, царство, Шахризадское, Сагдийское государство. Какая? Не Шахризадская, какая? Очень хорошо сохранили всегда, где-то лежали. Не чеканка. Середина 8 века нашли. 19 век. Нет, чеканка, это тоже было что ли? А вот он больше какой. Больше вот он. Ну да, больше. Это латунь есть. Почему медь написали? Монеты аббасидов, первых мусульманских династий. 8-10 век нашей эры. Вот здесь на арабском писании для 6 века такой прям уровень чеканки. Вот здесь вот видно, что они не очень четкие. Тут прям. Может, это хорошо сохранилось. Это караханитские монеты. Потому что вот здесь, например, более поздние. Стоп, я как сказал. Нет. 11-13 век. Господи. Да. Здесь 13-14, но уровень чеканки как будто бы хуже. Менее четкий. Хотя вот здесь вот не скажешь. Может, это по... А какие это номиналы? Какой этот материал? Вот это на золото похоже, да? Вот это. Монеты Амира Тимура. А чтобы Казань. Или дорогая, очень тактильный человек, я смотрю. Да? Что? Он любит прям фактуру. Потрогать? Потрогать, да. Нет, неплохо. Мне тоже нравится. Да. Он еще может поднять. Так, а это у нас шейбаниды, джаниды, Бухарский Эмират, Каканский, Хивинский. Это красиво. Это индосакские монеты. Монеты династии Каракуенвы. Эти, да, последние. Большие такие. Монеты. Навигация не очень хорошо, потому что непонятно, какие монеты к чему относятся. Здесь они пронумерованы, но тут простой список. Угу. Ну, это, наверное, надо разбираться в этом. Где-то список должен быть. Вот они пронумерованы. А что это? Это просто как вопрос навигации в пространстве. Вот здесь Сама- навигация тяжеловато очень. Угу. Куда он пошел?
Лейла Башарова. Интересно. Тезка ваша. Мгм. Это гравюра. Отсвечивает здесь. Людвига Нестерович, поэтика шелка. Да, интересно. Это как мрамор, да? Мудбордами называем, да. Мгм. Вот это я прям вижу, это... Как правило, когда вы занимаетесь архитектурой, Мгм. на вас выходят всякие поставщики, и вам привозят вот такие всякие образцы, камушки, у меня их тоже полно. Мгм. А, Ну, и из этого можно поделки всякие делать интересные. Но вообще это как образец материала просто. ну да, мрамор там, да? Так. Мафтуна Садулаева, Узбекистан, эскизы к произведению Шекспира «Макбет». Интересно, да? Вот здесь ткань. Ткань она сочетала. Мгм. Холл смешанная техника. Написано. Жалыбай Зинтаев. 97 год. Это Базарбай Серикеев. Это юрты. Широкие мазки прям. Мгм. Ловушки. Женщины. Это, наверное, масло она сбивает. Алишер Мирзаев. Он же 91 год, 92-й. Двери судьбы. Последняя встреча. Шухратов, Дурашитов, маленький чабан. 74. Маленький чабан. Мгм. Это тоже он же молодая мать. 76 год. Кудратулла Джиметов. Сумерки. Интересно. Бабанияс Курбанов. Зимние сумерки. Оформление интересное, да? Так. Юрий Талдыкин. «88 год, Юрий Талдыкин. Персик расцвел, Юрий Талдыкин. Зеленый чай на Ургутском Сюзане. Интересно, красиво. Персики и синий кувшин. Зима в Бережаре. Вот это Рима Гаглоева «Весенние цветы». Не написан год. Да, это очень красиво.
97. А, 97-й. Это тыква, наверное. Да, вот эти багеты, конечно, эпохи пластиковые. Да. Картон, масло. Осеннее. Инна Васильева. А можно приобрести, да, здесь или Нет. Надо спрашивать. Сиджакские дороги? 99-й год. Инна Васильева. Маки. 96-й год. Инна Васильева. Виктор Губский. Портрет уста Ширин Мурадова. 68-й год. Губский натюрморт сливы. Мир Сагатов. Осень Бакташева. Красивое оформление. Махалля. 50-й год. Тачат Аганесов. Вениамин Акудин. Урунгач Сай. 95-й. Там больше меня видно, чем картина. Тачат Аганесов. Картон маслом. Семен Стрибный. Пихридин Тахиров. 57-й год. Урал. Танцыбаев. Николай Карахан. 37-й год. Горы. Идет. Николай Карахан. 37-й год. Горы. Карахан. Громыко. Михаил Громыко. Николай Карахан. Абдулхак Абдулаев. Древняя Бухара. Виктор Соседов. Ничего повествования таким образом идет, что и по хронологической последовательности это цвета. Например, первое слово земли смотрим. И там вот от самых первых до сухого было в современном. Спор хлопка. Это же все раньше из этих насекомых или жучков или Николай Карахан. Ну, смотря что, много чего. Жаркий день. Пигмент природы же был, трава. Да, да. Ну, трава там зеленая, допустим, Не зеленый, что много. У нас качество же с этим было связано. То есть эти вот яркие оттенки, все. То есть все трава, разные. Где-то цветы, где-то то, где-то это. Ну, считается, что вот такой дорогой пигмент. И когда его сделали, там такой блек, получается, очень естественно. Чайхана. Карахан. 29-й год. Ну, в общем, не цветает, ничего, не цветешь. Или считается как бы дорогой. Уже все, видишь, старый, 37-й, 43-й, 29-й. Самое позднее, вот 51-й год. Да, то есть Чат все в этом Аганесов. стиле, понятно. То есть узнаваемая рука художника.
Гора этим. Карахан, 37 год. Вот, как называется. Художники вдохновения. Угу. Меня вот всегда интересовало, Чингис. если мы там триптих берем какой-то, да, композицию. Ахмаров, Чингис Ахмаров, 70-й год. Есть же какая-то логика, какой-то закон, который нам оставляет. Это не хронология, я смотрю, там 81 год, поэтесса. Если художник живой, он если нет, то кто выступил, он на свой выступление. Может быть, по сюжету. То есть это уже Нигмат Кузыбаев, 91 год. Нигмат Кузыбаев, житель города. скорее всего, да, современный художник, он представляет себя, он такая постоянная экспозиция. вот эти все время здесь Рахим Ахмедов, 96 год, весна в горах. Стал выше. Приятно. Рахим Ахмедов. Ахмедов, сирень. А бутылок творится пластик на запрягание. Урал Тансыгбаев, 41 год. Очень интересная работа, но если багет поменять, Весеннее утро. тоже видно, что сами уходили из... Да, то есть тут три программы. Рафаэль Такташ. Хорошая работа, такая приятная. Угу. Девочка такая заинтересована. Кого ты ее сфотографировал? Рашид Тимуров. Весна в Ургуте. 62 год. Рашид Тимуров. Осень, весна, Зимы нет, очень мало. В Узбекистане зима выдает Редко, да? В Узбекистане так ясно. Да. Михаил Курзин. Шестой год. Зинаида Ковалевская, продавец арбузов. 40-й год. 30-й год. Надежда Кашина. Владимир Рождественский, портрет девочки. Шамсура и Хасанова. Портрет учащегося. Виктор Уфимцев. Ганес Татевосин. Здесь 1910 года работа. Очень интересно. Смотри, видишь, как работает закат. То есть Ганес. Но у него там были работы уже. Это тоже какая-то интересная техника оформления. Ну, как мебель на это оформление. Угу. Лепешки и гранаты. Пейзаж.
58 год. Горный мир. Холст масла. Быстро очень круг дали. А? Быстро круг дали, по-моему. Не знаю. Композиция уменьшилась. Вот эти все, где они медиаэкраны поставили, там тоже картины были. Ну, меняются. Ну, такой стиль интересный. Вот рядом с театром на Украине, здесь мы Ты сфотографировал гранату? Мне вот это все нравятся. Здесь все синие. Но мечеть здесь, конечно, своеобразная, удивительная. Да, это относительно. Вот это зеленый. Очень красивый цвет. большой количество зелени, вечером часов в 5-6 уже хорошо. Вот этот, потом район С1, это чуть туда, гостиница Узбекистана, гостиница есть же? Да. За ней тоже приятный район. И район чуть дальше в сторону телевышки, где памятник землетрясения, памятник мужества. Там есть канал, и вот прям свежесть от воды, здесь воды все-таки не хватает. А кому хватает? Где много воды? Много воды. Да. Не, ну здесь он имеет в виду жарко и нужен все-таки этот. Водоемов никаких нету, да, ни реки, ничего. Ну там, где телевышка, там же есть какие-то водоемы. Там в парках есть водоемы. Ну, это искусственно, да. Ну да. Деревья Из-за этого здесь. воздух сухой просто. Здесь климат сухой, сам по себе. Вот воды в Таману. Он, по-моему, на реконструкции, насколько я знаю, там. Они его использовали, да? Здесь сейчас большие сроки рубятся, вообще очень... Я не очень доволен. Маленьким заводом. Сносят вот эти новые бизнес-центры. Тут надо аккуратно быть, иногда вот слетает этот колпачок. И давление очень большое, фонтан прям идет. Очень много сносов сейчас в центре. Застраивают всякими бизнес-центрами. Вот там был, я, по-моему, рассказывал в первый раз. Здание печати, по-моему, оно называлось. Там газетные редакции были. И у них было большое мозаичное панно. Снесли здание, ну точнее не снесли, разобрали до каркаса. Непонятно, что с этой мозаикой. Трудно стоит, наверное. Может быть. Хозяйство пригодится. Ну, это общая проблема, мне кажется, многих.
все-таки торговый центр приносит деньги, а вот это вот стою. Кому на что оно? Согласен. Ну, Но может, если оно вот на уровень аварийное проектов было. посмотреть, вот паспорт объекта, грустно мне становится, не знаю, это такое очень типовое. Я не скажу, что прям там сильно что-то плохое, но это для центра столицы очень простое типовое решение, которое на каждом шагу можно увидеть. В любом городе такой типовой торговый центр, стилизованный под какую-то национальную идентичность. А это что за здание? Это, видимо, какое-то производственное. Это, мне кажется, дворцу вход в Романовых. Романовых. Вход. Нет, Вот. вход, по-моему, с той стороны. А вот сейчас люди прошли, зашли. Мне показалось, что они пошли на территорию. Нет, они повернули за угол. А, это просто улица, да? Да. Чилля. Ну, вчера не было так жарко, мне кажется. Мне кажется, вчера так же жарко было. Мы вчера не почувствовали, Ну да, да? видите, группы, они только за забором смотрят. Работают, на работе ездят. Сейчас хотя бы вот городской транспорт современный с кондиционерами, метро тоже. А вообще, как вот лучше передвигаться по городу? Вот мы, допустим, кроме такси ничего не используем. Ну, во-первых, потому что мы находимся в таком районе, где Метро. проблемы с этим, да? Метро А вообще нету, да. Метро нет, да. А в принципе, вот ты как сам передвигаешься? Что ты рекомендуешь? Например, человек приехал в аэропорт, и вот ему надо добраться до своего отеля, там, как, что делать? Ну, с какими-то сумками, наверное, с багажом лучше такси выбрать, да. То есть единоразово, да, доехать? Иногда можно, знаете, я первое время тоже часто ездил на такси, потом вот курс постоянно меняется, такси дорого стало довольно. Если там куда-то ехать, сейчас несколько агрегаторов появились, уклон. То есть помимо Яндекса, да? Да, и я стараюсь на них ездить. Во-первых, у них там система по выгоднее получается. Вот Яндекс дорогой еще такси получается. Яндекс дорогое такси, но они просто выигрывают тем, что у них больше водителей. Да, быстро Новые приезжает. агрегаторы вышли, если у вас есть время подождать, то вы можете там с помощью другого агрегатора, по-моему, узбекский какой-то паста называется. Тоже Ну, новый появился. Насколько это дешевле? Иногда ощутимо прям. Иногда ощутимо. Ну, средняя поездка где-то 50 тысяч выходит. Ну вот мы сейчас за 50 приехали. Да, средняя поездка получасовая, да, где-то? Ну, Да. примерно так, да. 50 тысяч. Иногда можно поймать за 30. 50 тысяч это уклон. 350 рублей. Да. Плюс-минус. Но учтите, что, например, на метро проезд сейчас довольно комфортно с кондиционером проедете, если не час кинуть. 1700 стоит. 1700, как и городской транспорт 1700. Но с этого года тут система Мы успеем изменилась. пройти? Да. Ну пойдемте быстрее. Кстати, вот что меня, момент, который удивил, здесь таймеров нету, это просто человечек быстрее берет. Я это тоже Как понял. ты и хотел, Диля. Я это тоже понял. С этого года они поменяли систему, раньше нужно было наличкой в транспорте расплачиваться. Так. И с транспортом была тяжелая история. У них был план водителей. Им нужно было выполнять план, и они очень агрессивно в общем, обгоняли друг друга. За 2 года, по-моему, 3 мелкие аварии на автобусе. Чтобы этот план сдавать, набирать наличку, сейчас у них отменили эту историю, наличку вообще запретили брать. Да. В автобусах, если заметите, над каждым водителем дополнительную камеру повесили, чтобы на наличку не брали. Ни разу не был в автобусе. А, вы не были в автобусе. Ни разу. Вот. Теперь наличку Можно не берут. электробус, да? Не только электробусы. И обычные автобусы тоже на газу тоже автобусы есть. Теперь только карты там можно оплатить. То есть мы не сможем проехать? Только по карте. Но у нас нет карты. Банковской. Нету. Не работает. Тинькофф нигде не Нет. работает, что ли? Не Нет. работает. Так, это у нас... Это музей истории Узбекистана. Красивое очень здание. Это очень старое здание, да. Советский модернизм. Ташкент богат памятник советского модерна. Но видите, тут уже успели подпортить, там какие-то пластиковые эти панели сделали. Где? А Ну. вот второй ярус под вот этим фасадным, под фасадом, вот где витраж сюда выходит, пластик. Понял. Да, решение какое?
Если банковской карты у вас нет, то можно в автоматах в метро транспортную карту взять. Типа как Истанбулкар, да? Да. Ее можно пополнить. Ее можно пополнить и по ней проезжать. Или единоразовый билет, но он дороже стоит. Но единоразовый билет, опять же, надо искать автомат, где вы его купить можете. Сейчас из-за того, что это только ввели, видимо, им команду дали более лояльно. Если человек, допустим, ему наличку пытается дать, они ее не берут, они говорят, ладно, в следующий раз просто картой. А вот сейчас мы в метро спустимся, мы как оплатим? В метро можно наличку купить жетон. Единоразово. Да. От Можно расстояния не зависит? картой. Метро сейчас куча разных систем, я не очень понимаю, зачем они это делают. Там оплата по лицу, оплата по ладони есть. Apple Pay, значит, есть тоже? Apple Pay, по идее, есть тоже, там терминалы обычные, вы банковской картой откладываете. Просто самый быстрый способ оплаты, который не задерживает поток, это вот карта. А вот это вот лицо, ладонь. Ну, не типа знаю, для чего это. технологии, что ты не понимаешь. Ну для чего это Ну, носить? китайцы приехали, такие, вау, ничего себе, вы как мы, как у нас, класс. Технология ради технологии. Ну, почему бы нет? Ну, я думаю, таких зумеров немного, кто подходит и начинает глазами там поплачивать. С метро более простая история, там еще и оплата по QR есть, по вот этим приложениям PayMe, про которые я говорил. Я пытался установить, Там- ничего не получилось, вводил номер, мне дальше не дает регистрации. Там чуть у них другая история, не очень удобно. Я какое-то время пользовался, было чуть-чуть дешевле, сейчас не знаю. Там нужно было конкретную станцию выставлять. Вот вы заходите на станцию, допустим, Мостакалик Майдана, Да. нужно было выбрать Мостакалик Майдана, он вам высвечивал QR-код, вы прикладываете QR-код в турникет, проходите. Так все-таки имеет значение расстояние. Нет, расстояние не имеет значения, цена не менялась. Цена не менялась, но вот этот QR-код, он отдельный на каждую станцию. И вот, тут есть проблема с навигацией очень большая. Мне было первое время тяжело. Из-за того, что станции выходят на подземные переходы, вы в подземный переход выходите и не понимаете, куда вам надо. Да. Особенно вот на станции Амир Тимур, где гостиница Узбекистана была. Вот такой недостаток есть, да. Вообще с навигацией. А как там, по картам не поймешь? Там нет карт нормальных. Нет карт нормальных. Яндекс карты не работает? Даже навигация, вот, ну, я там более-менее по-узбекски понимаю, навигация на узбекском языке, она неграмотно сделана. Это очень важный элемент вообще общественной какой-то архитектуры. Наверное, даже самый важный. Когда человек, если Узбекистан прям пытается развивать туристическое направление, вот этой навигацией надо заниматься. Я видел, что поменяли в районе Ташкент-Сити. Вы там были, там сделали хорошо. Но мы в метро не были. Вот, но пока это дальше не пошло. И как раз таки, почему я про навигацию сказал, вот этот способ оплаты с QR-кодом. У меня было несколько раз, когда пересадочная станция, я ставлю свою станцию, и у меня не срабатывает проездной. А получается, я просто перепутал, и мне нужно перейти вот через этот подземный переход как бы до другого входа, другой станции фактически, в этом же месте. Или сгорает билетик, ты берешь просто новый билет на правильные станции. Так что, мы запутаемся, получается? Ну, человек, который приедет, первый раз запутается. К этому надо быть готов. Да, это что? Это гостиница, я не помню, как она называется, вот театр Наваи напротив. Его реконструировали вот эту всю зону ближайшую. Угу. Эта гостиница какая-то знаменитая, у меня отец приезжал. А вон он Лотте. фотографировал. Нет, Лотте это современный город. А, то есть ее старые, Ну, конечно, да. А зачем старые, естественно, да? Интересно. Красиво, орнамент. Орнамент наверху, да, очень красиво. Да, карниз хороший. Потом гостиница Узбекистан. Там дорого, кстати? Там дорого. Меня, знаете, удивило, что не выкупил ни Парклин, никто эту гостиницу. Она внутри довольно-таки старая. Там, кстати, есть ресторан с террасой внутри, очень хороший. Но он по-советски выглядит, но еда вкусная. Я смотрю, ты уже везде все попробовал. Мне самому рассказали. Я даже не знал, что туда зайти можно.
Там просто мимо ресепшена проходите, по-моему, на 16 этаж надо подняться. Мгм. Вообще никакого обозначения, что там ресторан, ничего нет. Ну, Надо только вот для именно- местных. Именно знать. За надо, Узбеком идешь, получается. да. Да. Как мы до отсюда дошли, вот здесь на углу заведение. Пошли. Пошли. А тут Переход. А в целом вот ты, получается, уже 3 года живешь, да? 2,5. 2,5. В целом, как жизнь усложнилась, поменялась? Я сегодня ваше видео посмотрел Какое? в магазине. И Мгм. действительно цены сильно выросли. Вот на основные продукты. Мясо, цены выросли, но качество лучше. Качество Улучшилось? лучше. Нет, ну качество лучше, чем там. Чем в Крыму? Ну, чем в Крыму по мясу плюс-минус где-то так же, а вот молочка, да, действительно лучше. Я Ну, говорю, я что сказал. украинская и турецкая молочка очень вкусная здесь. Мы показывали фитаксу в основном не берем. Так солнце. Фитакса это же российское производство. В огне вот этот турецкий, ну, очень вкусно. Во-первых, там состав прям, молоко, закваска, соль. Очень четко составлено. Мгм. И молочка прям очень хорошая и вкусная. Но цены действительно прям значительно дороже стали. Ну, понимаешь, одно дело, мы приехали типа на отдых с деньгами, мы там что-то меняем, покупаем, а как вот местным жителям, которые здесь получают зарплату, и вот они покупают? Для Как меня они? загадка, потому что здесь пенсия 700 тысяч, 800 тысяч. Ну, я тоже вот слышал, что это. Как на 700-800 тысяч, смотрите, у меня за свет первое время уходило, у меня за свет первое время уходило, я по 100 тысяч закидываю, на месяц 30 тысяч уходило, на 3 месяца продал. Вот еще система такая, раньше в Узбекистане плохо с коммуналкой было, люди не платили и долги накапливались. Да. Сейчас сделали систему с умными счетчиками везде. Счетчик привязан к лицевому счету, если у вас ноль на лицевом счете, все выключается. Автоматически сразу. Да, автомат. Да. Оплатите, потом ждете какое-то время, чтобы Штраф. поставить. Не, не штраф. Штрафа нет. Штрафа нет, просто пополняете счет свой лицевой. И И свет опять автоматически подписан. включится. Через какое-то время, через полчаса. Ну, сюда идем? Да. Ну вот, и первое время хватало 30 тысяч, сейчас я сотню отдаю за месяц. Нормально. Это без кондиционера, без больших потребителей. Ты один живешь же? Нет, А, настроя. трое, да? Кого ты забыл? Нет, мы не бронировали, просто палец. Да. А где у вас прохладно посидеть? Джигера вы там не видели в этом картинке? Кого? Джигер. Где тебе? Нет. Картинки не было? Джигер очень дорогой. Я что-то не... Дороже, чем в Крыму. И мясо тоже вы по низу посмотрели. Если брать мясные лавки, прям хорошее свежее мясо, там еще дороже. Ну, на Тёсу был 100 тысяч. Килограмм. Да. Но там базар большой, там конкуренция. А если вот в Махале какого-нибудь лавку мясника, одна у него где стоит, 130-140. Когда я приехал, было 80-90, вот так вот. Все равно дорого. Дорого? Очень дорого. Я говорил, если приехать вот так отдохнуть, вообще супер. Если не сталкиваться с социалкой здесь, в Узбекистане. Особенно вот с медициной, со всеми вот Дорого, этими да, делами. медицина? Очень много А что частных. говорили, что зубы дешево лечить? Сюда зубы приезжали Зубы лечить? дешево лечить. Ну как дешево? Дешевле, чем у нас? Дешевле, чем у нас, да. В прошлом году я делал, подлечил, пломбу поставил в 3 зуба, $300 я отдал. А, и чистка там была. Чистка и пломбирование. Ну, я Что, думаю, прям что долларов или ты пересчитал? Я пересчитал. это не намного дешевле. Не дешево. То есть. Ну, не прорыв, а часа 3, наверное. Это позже. А где эти голубые купола? Там дальше.
И до сих пор он дорогой, престижный считается. Кыммат. Это, я думаю, просто А какая кухня тут? Милитаум. Здесь, наверное, фонтаны, да? Включаю. Да, наверное, вода сначала. А сразу потом лишь видимо. Да, симпатично. Это вот здесь задумано или там дальше? Ну, чтобы здесь станция метро Космонавт-Клаб. Одна из самых красивых, вот эта в синей лазури. Градиентом. Видели, может? нет. Очень красивая станция. На мой взгляд, вообще, наверное, самая красивая.